Форум «Здоровье ребенка в наших руках» в городе Покровске. Рейды сотрудников противопожарной службы и специалистов управления соцзащиты населения. Старт пятилетия ямщицкой культуры, плетение маскировочных сетей на нужды участников СВО и лыжный марафон памяти первого президента Михаила Николаева. Смотрите в этом репортаже главные новости из Хангаласского улуса. «Здоровье ребенка в наших руках». Под таким названием в городе Покровске прошел республиканский форум, посвященный вопросам сохранения и улучшения здоровья подрастающего поколения. Мероприятие собрало множество участников – врачей, педагогов, родителей, студентов и школьников. Форум начался с проведения круглого стола «Межведомственное взаимодействие в интересах охраны здоровья подрастающего поколения», где говорили о здоровом питании детей, профилактике употребления психоактивных веществ в детской и молодежной среде, делились опытом укрепления здоровья населения и так далее. А главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алена Никитина рассказала о необходимости создания здоровьесберегающей инфраструктуры в районах республики. Здоровьесберегающая инфраструктура – это та инфраструктура, когда человек может вести активный образ жизни. Он может заниматься спортом, это чистый воздух, чистая вода и вообще возможность каждого человека приобщаться именно к активному образу жизни. Форум проходил на нескольких площадках. Например, в детской поликлинике организовали ярмарку здоровья, где узкие специалисты из города Якутска провели прием маленьких пациентов. В это время учащимся Покровской средней школы номер 3 поведали о вреде электронных сигарет. 27% населения России употребляет табак. Из них практически 33% у нас, к сожалению, молодое поколение, которые сейчас увлечены вейпами, электронными сигаретами. Эту же лекцию провели и для студентов колледжа цифровых технологий Айтын. Я нового узнал, что электронные сигареты, оказываются, вреднее, чем обычные сигареты, и у него очень много вредных составляющих. Может развиться астма, проблемы с дыхательными путями. И могут эти устройства взорваться в руке, или когда употребляют, или когда просто даже лежат на зарядке, например. Также со студентами побеседовали о профилактике инфекций, передаваемых половым путем, и провели мастер-класс по оказанию первой неотложной помощи. Форум организовали в рамках Всемирного дня здоровья, который ежегодно отмечают 7 апреля, и Года детства в Якутии. В Хангаласском улусе сотрудники противопожарной службы и специалисты управления социальной защиты населения навещают одиноко проживающих пожилых граждан и разъясняют им о мерах пожарной безопасности в быту. Одиноко проживающие пожилые люди часто оказываются в более уязвимом положении в случае пожара, так как им может быть сложнее самостоятельно справиться с возникшей ситуацией. Поэтому предупреждение и профилактика пожаров в их домах являются особенно важными. В настоящее время у нас на обслуживание 179 получателей социальных услуг. Из них 150 одиноко проживающие граждане пожилого возраста и инвалидов. Одним из давних получателей социальных услуг является 90-летняя ветеран тыла Зоя Ким. Пожилая женщина активна не по годам, но имеет проблемы со зрением. Вести хозяйство ей помогают соцработники, приходя несколько раз в неделю. Очень просто. Утром рано встаю, иду на улицу, снег выметаю, вытаскиваю. Это, конечно. А летом это дождь. Я сколько лет живу, ни на курорт никуда не езжу. То снег, то дождь мне мешает. Никуда не могу от дома отлучиться. Автономные дымовые пожарные извещатели у Зои Ким в количестве 2 штук были установлены ранее, но пришло время их заменить, что и сделал инструктор противопожарной профилактики Денис Корнев. И это абсолютно бесплатно. Также с бабушкой провели инструктаж, напомнили, куда звонить в случае возгорания и проверили исправность проводки, электроприборов и так далее.
Далее участники рейда побывали в ЧБшке по улице Подгорная. Здесь пожарные датчики отсутствовали, их тут же установили. В этом году был случай в село Синск, получается. Случился пожар в частном доме, где проживал одиноко проживающий пенсионер. И, получается, случился пожар из-за нарушений как раз-таки печи, неправильного устройства, да. Случился пожар, и датчик его разбудил мужчину, благодаря чему он смог проснуться и безопасно эвакуироваться из здания. Всего с начала года в Улусе зарегистрировано 12 пожаров. Основными причинами их возникновения являются нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, печей, транспортных средств и неосторожное обращение с огнем. В городе Покровске дали старт пятилетию ямщицкой культуры. С 2024 по 2028 годы в 4 районах республики – Хангаласском, Алекминском, Ленском и Усть-Майском – будут проходить мероприятия, направленные на сохранение и развитие исторического и духовного наследия государевых ямщиков. Указ об объявлении пятилетия ямщицкой культуры еще в ноябре прошлого года подписал глава республики. И в апреле в Центре культуры Покровска в рамках 22-го фестиваля «Играй гармонь, живи частушка» официально состоялся его старт. В программе пятилетия значатся такие мероприятия, как установка памятника ямщику в городе Якутске, укрепление исторических и культурных связей с потомками ямщиков из Иркутской области, поднятие на новый уровень ямщицких творческих коллективов, усиление работы краеведов и музейных работников на местах. Каждый из нас, каждый потомок ямщиков, он должен стать краеведом, изучить свои корни, написать свою родословную, и чтобы к нам больше пришло молодежи и детей, чтобы они прикоснулись к истории своих предков. Бабушки села Улаханан изготовили более 40 маскировочных сеток и около 60 нашлемников для нужд участников СВО. Отсчет ведется с конца ноября прошлого года, когда объединение бабушек села Камелек вступило в ряды боевых шелкопрядов. Плести маскировочные сети и изготавливать нашлемники бабушек научили ближайшие соседи из села Булгуняхта. Свою деятельность пожилые женщины развернули в одном из помещений местного клуба, где трудятся ежедневно с 2 часов дня до 5 вечера в количестве 5-6 человек. Также они изготавливают обереги, куда кладут травы, медальоны с якутскими рунами и конский волос. Недавно им удалось вручить все свои изделия лично в руки мобилизованным односельчанам, которые приехали в родное село в отпуск. Большая радость была у нас, все приехали, дети приехали, наши дети приехали на отпуск, некоторые даже 2 раза приехали, мы им дали эту сетку, сделали и нашлемник. И каждому мы вот этот хараскал дали. Очень они обрадовались на хараскал, они верят, что это закончится, вот этот хараскал у них оберегает. Вот это они очень верят. Лыжный марафон памяти первого президента Якутии Михаила Николаева состоялся на его малой родине в селе Актемцы. Участие приняли более 100 человек всех возрастов. Самому младшему спортсмену исполнилось 9 лет, самому старшему – 85. География участников была впечатляющая, начиная с города Якутска, заканчивая отдаленными северными районами. Марафон провели на протоке реки Лены. Каждая возрастная категория должна была преодолеть свою дистанцию. Например, мужчины от 18 до 49 лет – 30 километров, женщины того же возраста – 10 километров, дети бегали 3 километра, пожилые – 8 километров. Стиль передвижения на лыжах свободный. Этот марафон мы начали проводить с начала 2003 года. Последние 3 года, в 2022 году, марафон проводили в честь столетия образования Якутской АССР. В прошлом году название поменяли в честь столетия физкультурного движения республики. В этом году участников больше стало. Где-то заявку, предварительную заявку дали 130 участников.